У ингушских спортсменов появляется все больше возможностей заявить о себе в большом спорте, даже не выезжая за пределы республики. Турнир по боевому самбо в Карабулаке собрал более 200 спортсменов из разных регионов СКФО и Южного федерального округа. Участники соревнования представляли разные весовые категории. Свои победы они посвятили спортсмену, ушедшему из жизни на старте жизни, Илезу Бабхоеву. Репортаж Тамерлана Хамхоева. Собравшиеся в ФОКе города Карабулак многочисленные зрители сегодня имеют возможность сравнить уровень подготовки наших спортсменов и их соперников из других субъектов России. Кабардино-Балкария, Чеченская республика, Северная Осетия и Калмыкия. Эти и другие регионы страны представили на турнир кто по 7, кто по 20 спортсменов. И если стили ведения боя и школа подготовки у ребят отличаются, то объединяет их в столь юном возрасте жажда новых побед. Приехали все, большинство регионов: Чеченская республика, Северная Осетия, Алания здесь, Кабарда, Ставрополь, Армавир, Калмыкия приехала. Все соседние республики откликнулись, приехали на этот замечательный турнир. И очень ожесточенные схватки, хорошая борьба, дети показывают хорошую технику. Турнир по боевому самбо в память о Илезе Бабхоеве проходит в нашей республике не в первый раз. Илез был перспективным и подающим большие надежды парнем, но из-за страшной болезни в возрасте 17 лет он ушел из жизни. Но посвященный ему турнир, собравший столько спортсменов из самых разных республик, говорит его родным и друзьям, что Илеза помнит, а это очень важно. Мне очень нравится, что в честь моего племянника Бабхоева Илеза Салмановича, что проводится этот турнир. И в дальнейшем, я думаю, что будет так и продолжаться. Но в этом деле я сам здесь вижу, как дети здесь занимаются и рвутся на тренировки и на ринге. Побеждают здесь очень много гостей, соседей со Ставрополя. Я наблюдаю здесь, и мне очень нравится. Спортсмены самых разных весовых категорий, начиная с 24 килограмм, сражаются сегодня на ковре. Опыта у ребят пока немного, но именно на таких турнирах он и приходит. А пока самое важное для них — это хорошая физическая подготовка. Ведь заранее изучить соперника у них возможности нет. Вот и приходится импровизировать, как это сделал Ислам Чемурзиев. Чтобы судейство сегодня было максимально беспристрастным, судят поединки тренеры из разных республик. Одновременно на ковре проходит два боя. К примеру, на этой половине ковра бой судит тренер из Северной Осетии, прибывший со своей командой в составе 15 человек. Турнир хороший, собирается много детей со всего Северного Кавказа. Никаких нету стычек, никаких разногласий с представителями. Дети подкованы уже по судейству, знают, что за что даются оценки. Вроде бы все проходит. Другой тренер, прибывший в Карабулак из Ставропольского края, как и остальные его коллеги, был приятно удивлен столь хорошей организацией турнира и его масштабами. Нам очень нравится приезжать на территорию Ингушской республики, где нас хорошо встречают, хорошо и провожают. Мы рады, что здесь наши дети занимаются этим, готовятся, подготавливаются. И хочу поблагодарить, во-первых, организаторов этого турнира за то, что они так проводят каждый год, ежегодно, всероссийский турнир, посвященный мастеру спорта России. Каждый бой по 3 минуты. Победители определяют по очкам, хотя победу можно одержать и досрочно, как это сделал, к примеру, Игорь Аветисов. Я занимаюсь самбо 6 лет, и приехал я сюда второй раз. Победил, противник был достойный, хорошо боролся. Молодец, молодец мальчик, тренируется, видно. Для молодых спортсменов этот турнир хороший шанс, чтобы сделать шаг вперед в своем виде спорта. А по завершению всех боев победителям будут вручены грамоты, кубки и медали, а также памятные подарки, которыми организаторов обеспечили спонсоры. Тамерлан Хамхоев, Гапур Чекиев, Новости 24.